Желаем всем нашим телезрителям доброго утра. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И сегодня этот день вместе с вами встречаем мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Сегодня у нас, как всегда, много полезных новостей. Сделаем с вами обязательно зарядку. Не такую бодрую, как вчера, но, тем не менее, не хуже. Главное все время повторять за нашими замечательными тренерами. А также расскажем, какие сегодня праздники, чем знаменательный день, помимо того, что это вторник и самая длинная неделя после праздничных выходных. Познакомимся с удивительными людьми, расскажем, как получить загранпаспорт и еще много полезного, интересного, а главное, утреннего и хорошего настроения. А мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где мы также публикуем интересные новости, интересные сюжеты и иногда даже проводим различные викторины. Я думаю, сейчас самое актуальное, что можно узнать на эту минуту, это какая же погода за окном. Да, спешим вас порадовать, что достаточно тепло. Итак, в центральных районах сегодня 2-6 градусов тепла, в Заречной группе +2, +6, в южных -1, в Вилюйской группе от 0 до 3 градусов тепла. В Нижнеленских 0 +1, в западных 2-4 градуса выше 0. В Колымо-Айдегирской группе Улусов -8, +2. В Янских холодно, -1, -6. На северо-западе -1, -8. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 5 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура днем 10-12 градусов тепла. Про погоду мы узнали, а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости. Передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Минфин подготовит поправки к бюджетному кодексу из-за увеличения горизонта планирования. Увеличение горизонта бюджетного планирования до 6 лет потребует изменений к бюджетному кодексу, который Минфин готов представить, сообщил Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост министра финансов. По сути дела, это 6-летний финансовый план, наш 3-летний бюджет – это только часть 6-летнего плана. Будем определять ресурсы для реализации задач, поставленных президентом на 6-летний период. Действительно, горизонт планирования увеличивается. Национальные проекты будут составлены на 6-летний период. Соответственно, это даст ориентиры и для субъектов участия этих проектов, и для регионов, муниципалитетов, компаний, сказал он. Система маркировки товаров за 5 лет своего существования принесла в бюджет страны более 1 триллиона рублей. Наибольший вклад внесла подакциозная продукция, рассказал руководитель оператора системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин. Наконец прошлого года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила 1 триллион рублей. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект. По цифрам, это, конечно же, табак, порядка 30% приходится на него, заключил он. Минпромторг поддержал пакет законопроектов о фудшеринге. В том числе речь идет об освобождении от НДС-продуктов, которые передают на благотворительность, введению штрафов, если такая еда будет просроченной, а также наделению фондов и НКО правом распределять такие товары нуждающимся. Минпромторг проинформировал Минфин о поддержке пакета законопроектов. Документы поступили в правительство. В настоящее время ведется работа по подготовке согласований позиций федеральных органов исполнительной власти. С наступлением тепла возрастает количество возгораний от пала травы и горения мусора, которые могут стать причиной сезонных пожаров. В период действия особого режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Сотрудники отдела надзорной деятельности напоминают гражданам о необходимости своевременной очистки прилегающих территорий от горючих отходов, мусора и сухой растительности. Также родителям и преподавателям необходимо провести разъяснительную работу с детьми о недопущении использования в качестве игрушек спичек и зажигалок. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Анализ случаев за прошлый год показал, что все возгорания происходят в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе малолетних детей. С наступлением пожароопасного периода отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Нерюнгринскому району напоминает, что сжигание сухой растительности, разведение костров в противопожарных расстояниях между зданиями и сооружениями запрещается. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность. В Чурапчинском Улусе проходят регулярные пожарно-тактические учения в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Основной целью тренировочной эвакуации является формирование у воспитанников и сотрудников навыков безопасного поведения и практической отработки действий в случае возгорания пожара. Особое внимание уделяется вопросам быстрой и своевременной эвакуации людей из здания. В ходе учений было отработано взаимодействие подразделений пожарной охраны с персоналом объекта. Пожарно-тактические учения проводятся в нашем детском саду ежегодно, 2 раза в год. Это обязывает каждого сотрудника знать первые действия в случае возникновения пожара. Ежегодно проводятся, и поэтому наши сотрудники знают свои обязанности. И сегодня время эвакуации составило 1 минута 20 секунд. Это очень хороший результат, и мы рады, что мы так оперативно эвакуировались с документами, с детьми. Все сделали по плану. Вот уже полгода ведется масштабная работа по реконструкции главной площади столицы республики. Дизайн-проект разработан с учетом мерзлотно-грунтовых условий, а также сложившейся улично-дорожной сети и движения транспорта. На данный момент работы ведутся на основной зоне отдыха, а на участке перед Домом правительства номер 1 производятся демонтажные работы. На сегодняшний день работает крупная техника, в том числе погрузчики и автокраны, а также бригада рабочих, которые занимаются отсыпкой щебня и установкой плит сухого фонтана. После работники приступят к заливке бетонного покрытия и установке последующих плит фонтана. На данный момент более 7,5 тысяч квадратов выемку грунта старых дорожных одежд сделали, то есть демонтажные работы. Котлован более 3,5 тысяч кубов разработан. На месте котлована установлены 110 свайных фундаментов. По монолиту первая плита фонтана уже залита толщиной 40 сантиметров. Сейчас ведется работы по техпомещению будущего, где будет насосная. Сроки у нас сжаты из-за температурного режима, но до 15 октября, как по контракту, мы должны все завершить. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. И хотелось бы продолжить одну историю про вундеркинда. 3-летний Дима Айсуваков из Магнитогорска смог назвать флаги всех стран-членов ООН за 16 минут. Достижения юного вундеркинда внесли в Книгу рекордов России. Представители организации отметили, что с рождения мальчик обладает феноменальной памятью и с легкостью запоминает цифры, марки машин и ноты. Родители мальчика приобрели карту мира, по которой Дима стал изучать страны и их расположение. Ребенок тянется к новым познаниям и в своем столь юном возрасте уже начал читать и изучать таблицу умножения. Потрясающий мальчик. Да, слушай, в 3 года я не могу даже вспомнить, чем я занимался. В 3 года, наверное, никто не может вспомнить, чем он занимался. Да. Но мы переходим к абитуриентам. Да. Наступает горячая пора для абитуриентов и время определения с выбором профессии учебного заведения. Сегодня у нас в гостях Алексей Данилов, руководитель Центра отраслевых проектов Института развития профессионального образования. Алексей Павлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы спросить об изменениях в федеральном законе о правилах приема на место целевого обучения. Да, действительно, в этом году внесли поправки в законодательство под номером 124 об образовании федерального закона. В законе гласит о том, что если абитуриент в прошлом году мог выбирать несколько вузов и несколько специальностей, то в этом году, с этого года, то есть абитуриент может подать только на 1 вуз и на 1 специальность. Это, наверное, сейчас подумают наши зрители о том, что есть какие-то ограничения. Это, наоборот, дает больше шансов поступить на целевое обучение для абитуриента. Ну, возможностей больше, потому что он дает 1 документ, и, соответственно, у него больше шансов попасть. То есть конкуренция будет меньше.
То есть, допустим, если раньше один человек подавал несколько, да. то сейчас один Один, человек, да. одна заявка. Да, и при этом сейчас еще дополнительно, как они будут поступать, то есть это они должны будут, если они искали работодателей, да, то в этом году Роструд разработал систему на портале «Работа в России». Они должны будут зайти на сайт, и уже они сами могут себе найти подходящего себе работодателя, с которыми они бы хотели бы заключить договор на дальнейшее трудоустройство. Но при этом работодатель должен будет зарегистрирован на сайте, да, на портале «Работа в России» до 10 июня этого года. То есть сейчас идет процедура регистрации работодателей, эта вся проверка через Роструд проверяется, и потом действительно они уже могут выбирать себе работодателя. И они уже будут заключать договора уже, когда поступят, 1 сентября они должны будут уже заключить договор. Ну, логично. Да. Так все Да. распланировано. А можете рассказать о предстоящей приемной кампании «Абитуриент-2024»? Предстоящая приемная кампания у нас начинается, как и у всех, с 20 июня. Мы открываем двери, а двери будут открыты у нас на базе нашего института на улице Крупской, 13, где может прийти любой абитуриент, который желает подать документы на целевое обучение. Мы всех ждем. Сейчас мы работаем с 134 вузами нашей России, да, действительно, которые работает наша республика. Это такие вузы, как Томский государственный университет, Омский государственный университет, летные училища, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет. И таких очень много вузов, которые могут поступить наши будущие абитуриенты. А что должен знать абитуриент для поступления? Что ему необходимо? Какие документы? Необходимы одни стандартные документы, да, то есть он должен понимать, куда поступает, да, то есть это он должен быть уверен в себе, уже выбрать свою профессию, да, изучить конкретно, какие испытания предстоят. Ну, в основном сейчас у нас сдают обществознание, история, да, вот, и предметы основные, да, математика, русский язык и, конечно же, иностранный язык идет. Вот, и чтобы, допустим, поступить у нас в федеральные вузы, у нас, согласно нашему правительству, распоряжение Российской Федерации, выделено 900 тысяч мест, ну, 900 чем-то мест, но на республику у нас 1424 места. Ну, значительное число. Значительное число, это больше, чем в прошлом году было выделено. А какие профессии пользуются популярностью? Интересно же. Что выбирает Ну, молодежь? популярностью у нас сегодня выбирают медицина, педагогика, промышленность, IT-технологии. Вот. И как, ну, по последним данным, сейчас очень большое число по целевому обучению будет по железнодорожному транспорту, по авиационному транспорту, вот, где очень, ну, 75% целевого обучения было выделено вот именно на эти специальности. Вот, поэтому, если есть абитуриенты, которые хотели бы поступить на авиационные специальности, имейте вот в виду о том, что вы можете именно попасть на авиационные специальности. А куда трудоустраиваются ваши выпускники? Ну, наши выпускники трудоустраиваются в различные компании, да, это и в государственные учреждения, и в муниципальные учреждения. Вот, и еще один момент был, вот, если до прошлого года студенты целевого обучения могли были поступить только в государственные муниципальные учреждения, то с этого года они могут и поступать к индивидуальным предпринимателям. То есть индивидуальные предприниматели тоже должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». Такие вот у нас в этом году правила. Из каких источников можно получить достоверную информацию абитуриенту, как ему поступать, какие документы нужны, как правильно к вам обратиться, может быть, как, допустим, работодателя найти, чтобы он зарегистрировался своевременно? Ну, основные источники нашего института вы можете найти на нашем сайте нашего Института развития профессионального образования. Мы ежедневно публикуем различные новости в нашем телеграм-канале, ВКонтакте. Вот, вся информация по абитуриентам именно будет на нашем сайте, ну и, конечно же, на нашем сайте нашего Министерства образования и науки.
Вот. И сейчас мы усиленно работаем с вузами, то есть вузы у нас ежедневно до 30 мая выходят с нами в эфир, в онлайн-трансляцию и рассказывают, как правильно поступить, какие документы нужны, ну и условия проживания в общежитиях какие. Вот, они это все подробно, ежедневно у нас идут с 3 часов до 5 вечера онлайн-трансляции. Ну, Алексей Павлович, и ваши пожелания выпускникам? Выпускникам пожелаю, конечно же, сделать правильный свой выбор, да, поставить приоритеты именно на те специальности, которые у нас в этом году востребованы. А эти профессии у нас медицина, как мы уже сказали, это дошкольное образование, да, авиационные специальности, железнодорожные, да, специальности, IT-технологии. Вот. И чтобы они отлично сдали экзамены, ну и, конечно же, поступали в вузы уверенно. Спасибо большое, очень подробная информация. Уверена, что выпускников будет все больше, которые будут квалифицированными кадрами нашей республики. Спасибо. Ну, а чтобы чему-то научиться, нужно больше читать. А вы знали, что кроме очевидных ответов на вопрос, в чем польза чтения, можно сказать, что такой вид досуга предотвращает быстрое старение организма и даже предупреждает болезнь Альцгеймера. Кроме того, чтение книг про себя определяется значительным снижением уровня стресса, что особенно актуально в наш век сверхскоростных изменений. Одним словом, читайте книги, а какие мы расскажем в нашей постоянной рубрике. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про интересную книгу. Это философская книга, книга «Государя». Здесь мы видим разные идеи о концепции власти. Некоторые философы и ученые эпохи Древнего Востока, античности, Возрождения и Нового времени размышляли о том, насколько легитимна власть, как человек может удержать власть, как в обществе проявляется власть. И наиболее две интересные работы – это, наверное, «Государство» Платона и «Князь» Никколо Макиавелли. Я думаю, что книга будет интересна не только философам и филологам, но и всем остальным, потому что, например, культовая работа Платона «Государство» рассказывает нам о том, как философ видел идеальное общество, как он делил значит, мир на касты, на определенные слои, и считал, что править должны философы, создают основные вещи ремесленники, занимаются вот такой средней прослойкой и следят за порядком стражи. То есть 3 основные касты. Есть еще рабочие, но каста довольно низшая. И как бы мы ни относились к античности, «Государство» Платона сегодня является одной из классических книг. Это один классический труд о идее власти, о том, почему античная власть, она считалась и считается сегодня, например, в Серебряном веке сегодня наиболее золотой, наиболее классической. Вторая здесь культовая работа – это «Князь» Никколо Макиавелли. Я думаю, вы слышали об этой работе. Макиавелли и вообще макиавиализм – это идея о том, как долго удерживать власть, как использовать врагов. Это похоже, кстати, в чем-то на у Сунь Цзы есть, значит, книжка тоже в таком духе. Против Макиавелли многие философы и многие исследователи создавали потом свои трактаты. Например, Фридрих Великий написал «Анти-Макиавелли». То есть он, наоборот, посчитал, что государь не должен быть таким жестоким, не должен использовать манипуляции. И я думаю, что сегодня «Князь» Макиавелли читается легко именно потому, что невозможно уже использовать его советы полностью. Да? В Возрождении, в новое время многие эту книгу брали как практическое руководство. Но на самом деле я считаю, что это философский все-таки трактат, и сегодня его можно смотреть для понимания вообще концепции, гипотезы власти. Книга читается легко, даже если вы не обладаете каким-то определенным инструментарием, не знаете все эти термины, которые здесь есть. Она написана на такого массового читателя. Рекомендую. Она входит в серию «Александрийская библиотека», и ее в библиотеке у нас не взять, она довольно редкая, но она есть на Литресе. Так что читайте книги, любите жизнь. Вероника, ты знал, что вот мы вроде бы в современном мире живем, а у нас все больше становится свободных копьеносцев?
Очень интересно, а кто это? Но на самом деле свободный копиеносец — это так переводится слово фрилансер. Это человек, который не привязан к офису и даже может сам себе выбирать заказчиков, график и место работы. И сегодня у фрилансеров профессиональный праздник. Ну, я, конечно, их поздравляю, но мне кажется, несмотря на свободу, фрилансер работает круглосуточно и редко может позволить себе выбрать какую-либо час, чтобы отдохнуть. Поэтому, если вы являетесь фрилансером, то непременно постарайтесь сегодня себя порадовать и устроить выходной. Ну а какие еще события связаны с сегодняшней датой, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 14 мая, День фрилансера в России, Радоница. По народному календарю Еремей Запашник свое народное прозвище «Святой» получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы – вспашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Этот день в истории открылись вторые Олимпийские игры в Париже. Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Провозглашено государство Израиль. Создана организация Варшавского договора. Состоялся вывод на орбиту первой американской орбитальной станции. В этот день родились Маргарита Валуа, королева Франции, супруга Генриха IV, Томас Гейнсборо, английский живописец и гравер, Клаудис Дарнье, немецкий авиаконструктор и предприниматель, Роберт Бартини, итальянский аристократ, советский авиаконструктор, ученый, Владимир Матецкий, советский и российский композитор, продюсер, радиоведущий. Именины сегодня отмечают Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара. Ну а 12 мая на ВДНХ состоялась самая массовая свадебная церемония. Брак заключили свыше 150 пар со всей страны. После мероприятия состоялось торжественное шествие, представления и концерты. Такие церемонии будут проходить на выставке-форуме России в рамках Всероссийского свадебного фестиваля на протяжении всей этой недели. Подробности в материале «Раптли». Свадебная процессия начинает движение. Возглавляет ее цыганский музыкальный ансамбль. Пестрые юбки и радостная мелодия задают настроение. Действительно, какая свадьба без музыки? У главного входа на выставку собрались будущие новобрачные из 79 регионов страны. Многие предпочли привычным свадебным платьям и костюмам традиционные народные наряды. Меховые шапки народов Севера, казачьи кубанки, богато расшитые рубахи Кавказа и многие другие. По словам генерального директора выставки форума Натальи Виртуозовой, сегодня в праздник Красной Горки вся выставка напитана любовью. На выставке России уже зарегистрировано 131 брак. Мы 7-й месяц работает выставка, но вы знаете, это всегда не просто регистрация брака. В центре нашей столицы, нашей Москвы, 151 пара одновременно зарегистрирует брак. То есть появится сегодня 151 семья. А еще, когда вы видите эти пары, посмотрите, они все в своих национальных костюмах. Кто-то в фате бабушки, кто-то в сюртуке дедушки. Все знают эти традиции. Это, конечно, очень трогательно. Но самое трогательное, как сильно они волнуются, потому что очень важный день. Выставка «Форум» выбрана для проведения массовой свадьбы не случайно. Именно здесь президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Но сегодня особенный день. В старину на Руси считалось, что свадьба, сыгранная в Красную Горку, принесет молодым благополучие, радость и любовь. И ничто их не разлучит. Сегодня поженились? Да. Какие ощущения от мероприятия? Прекрасный масштаб, большие прям. Все идеально, довольны. Мы в потрясающих ощущениях, если честно. Все замечательно, погода, организация, все супер. Очень классно. Я даже не ожидала, что такое мероприятие будет проходить. Я думала, более скромненько пройдет. А тут вообще прям такой парк огромный. Я так рада. Свадебная процессия проходит от главной арки ВДНХ до фонтана «Дружба народов», где около сцены их уже ожидают сотрудники столичных ЗАГСов и родные. По пути молодых поздравляют гости выставки, разделяя с ними радостные минуты. Дорога осталась позади, поздравления стихли, звучит самый главный вопрос, и 300 человек хором отвечают «да». Теперь новобрачных впереди ждет концерт и, конечно же, счастливая семейная жизнь.
как все красочно и красиво. Ну, просто потрясающе. Я бы чисто в туристических целях обязательно туда отправилась. Ну, действительно. Но у нас, кстати, сейчас будет тема про отпуска и про поездки. Тем, кто планирует отдых за границей, необходим, конечно, что? Заграничный паспорт. О том, как его оформить, нам расскажет заместитель начальника клиентской службы центра «Мои документы» Александра Наговицына. Александра, доброе утро. Доброе утро. Как долго оформляют загранпаспорт и как вообще его получить? Если гражданин зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Саха-Якутия, то паспорт будет оформляться 30 календарных дней. Если заявление подается по месту пребывания, то 3 месяца. Но тут есть оговорка. Если гражданин прописан в Республике Саха-Якутия, подает по месту пребывания заявление, то будет тоже 1 месяц, 30 календарных дней. Сроки, получается, у нас за месяц и 3 месяца. А можно ли иметь 2 загранпаспорта одновременно? Иметь 2 загранпаспорта старого образца нельзя. Например, если у меня есть загранпаспорт старого образца с действующим сроком, то я могу еще оформить загранпаспорт нового образца. В этом случае иметь 2 паспорта можно. Но если у меня уже есть новый паспорт нового образца, я захотела старый образец оформить, то в этом случае новый паспорт аннулируется у образца. А какие необходимые документы? Ну, во-первых, нужно будет заполнить заявление. Заявление мы указываем трудовую деятельность за последние 10 лет. А для паспорта старого образца необходимо предоставить фотографии. Для детей до 14 лет 2 штуки, для взрослых от 14 и старше 3 штуки. Черно-белая, цветная — это на ваше усмотрение. Мы просим предоставить на матовой бумаге. Также паспорт гражданина Российской Федерации. И вот в связи с изменениями закона о гражданстве, если один из родителей не является гражданином Российской Федерации, то мы просим предоставить документ, подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации. Для этого нужно будет обратиться в полномочный орган и проставить печать о гражданстве в свидетельстве о рождении. Также для мужчин от 18 до 27 лет нужно будет предоставить военный билет или прописное удостоверение. Для детей до 14 лет документ, подтверждающий личность гражданина и полномочия родителя, это свидетельство о рождении. И квитанцию о оплате государственной пошлины. Старый образец паспорт для взрослых будет стоить 2000 рублей, для детей до 14 лет 1000. Новый образец для взрослого населения будет стоить 5000 рублей, для детей до 14 лет 2500. А в чем отличие от паспорта нового и старого образца? Только в сроках. Только в сроках. Старый паспорт, загранпаспорт старого образца действует 5 лет, а загранпаспорт нового образца 10 лет. И в технологиях приема для оформления загранпаспорта нового образца снимаются папиллярные узоры пальцев рук гражданина и делается сканирование сетчатки глаз. То есть вы подаете биометрические данные. Ну, в принципе, вроде все просто. Ну да. А как можно ускорить оформление? Вот как обычно это бывает, вот надо ехать завтра. Ну, ускорить оформление загранпаспорта можно только в экстренных случаях. Если необходимо экстренно выехать на лечение или при смерти близкого родственника, для этого нужно предоставить документ, подтверждающий наличие условий для того, чтобы ускоренно оформить загранпаспорт. Помимо многофункционального центра, где еще можно подать заявление и как? Через госуслуги. Через госуслуги, через портал госуслуги напрямую в органе. И тут я бы хотела сделать оговорку, что загранпаспорт нового образца в отделении, в центре «Мои документы» оформляется только в уголовном офисе по предварительной записи. У нас там есть открытая кабина. По загранпаспортам вроде все понятно. Вот это актуальная тема сейчас, да, вот мы тоже немножко затронули по гражданству детей. Вот, ну, я так понял, что в любом случае надо ставить печать, да, в свидетельстве о рождении, потому что когда при получении паспорта ребенком тоже потребуется оно, да? Ну, мы говорим, что не обязательно. Если оба родителя являются гражданами Российской Федерации, то не обязательно.
А вот в 14, когда ребенок получает паспорт, там в любом случае нужно будет обратиться в уполномоченный орган и подтвердить наличие гражданства и получить паспорт. Например, вот 14 лет, если гражданства нет, если отметка в свидетельстве о рождении не стоит, то нужно обращаться напрямую в орган. А так, чтобы, если загранпаспорт у ребенка есть, если оба родителя являются гражданами Российской Федерации, то подтверждение о наличии гражданства не обязательно. Ну, как я знаю, сейчас многие авиакомпании просят, поэтому мы рекомендуем все-таки оформить. А через вас можно это оформить? К сожалению, пока нету. Только напрямую в органе. А в случае, если, например, у ребенка уже истек загранпаспорт, при получении нового тоже не нужно как бы... Ну, если оба родителя являются гражданами, то не обязательно. То есть загранпаспорт будет получен? Да. Ну, в общем, не все так страшно. Да. Потому что вот первое время, когда появилось требование о наличии гражданства, все немножко смутились. То есть вроде оба родителя граждане Российской Федерации, а подтверждение авиакомпании все равно требует. Да, ну, такое было. Ну, действительно, самое главное, чтобы не было никаких сюрпризов. Дорогие друзья, впереди отпуска. Да, готовьте заранее, если нужен загранпаспорт, делайте загранпаспорт. Обязательно проверьте наличие задолженностей. Да? Это тоже очень, очень важный момент, чтобы не было никаких сюрпризов при пересечении границ. Большое спасибо, Александра. Но я уверена, что многофункциональный центр во многом поможет. И если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться. Да. Ну что, утро должно быть легким, как раз, два, три. То есть что сделал? Проснулся, умылся и сделал зарядку. Ну, вроде бы это что ты потерял. Мне кажется, завтрака не хватает. Ну завтрак, ну это, конечно, обязательно, но после утренней гимнастики. Всем доброе утро! Мы продолжаем комплекс с кубом. Ну, если мы работаем дома, то это, соответственно, наш диван, либо устойчивый стул. Сегодня мы будем работать на ручки. Первое упражнение, которое мы сегодня с вами отработаем, это отжимание от куба, либо дивана. У нас будет отжимание в широкой постановке рук. Отстраиваемся. Уводим локти в стороны, отстраиваем положение планки, уводим стопу на носочек. У нас с вами будет жим в нижнюю точку до груди и возвращение вверх. На каждый подъем выдох. Работаем на 12 счетов. Поехали. Выдох, выдох. Локоть уводим точно в сторону. Выдох. Колено натянуто. 5, 6, взгляд вниз. 9, 10, 11, 12. Данное упражнение вы повторяете в 3 подхода по 12 подъемов. Следующее упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это обратные отжимания. Отстраиваемся следующим образом. Уходим в присед. Прижимаем ягодицу ближе к кубу, либо к дивану. И наша задача уйти вниз и вернуться в верхнюю точку, вытягивая плечевой пояс вверх. Уходим вниз, локти заводим назад. Не в стороны, а точно назад. Работаем 12 подъемов. Держим ягодицу ближе к кубу, либо к дивану. В верхней точке выдох. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Также вы можете усложнить себе задачу, уведя ногу дальше и вытянув ее больше. При этом ягодица должна оставаться прижатой к кубу либо к дивану. Выполняем это упражнение в 3 подхода на 12 счетов. И следующее упражнение, которое у нас сегодня запланировано, это упражнение планка от куба либо от дивана. Что мы делаем? Уходим на локоть, отстраиваемся в положении боковой планки, вытягиваем руку и стоим на каждую ручку по 20 секунд. Дышим. Живот твердый, спина натянута, колено натянуто. Удерживаем себя в этом положении. Все то же самое мы выполняем на другую сторону.
Наша задача – удерживать корпус и не заваливать его на куб либо на диван. Если вам сложно находиться в данном положении, вы можете отстроить ножки в форме ножниц и стоять в этом положении. Это усложненный вариант. Подъем. На сегодня наш комплекс подходит к концу. Данное упражнение вы повторяете на каждую сторону и стоите по 20 секунд в 3 подхода. Всем хорошего дня! Уникальный хор «Вдохновение» был создан более 20 лет назад. В его состав входили солисты, не профессионалы, а люди, которые каждый день спасают жизни. Это врачи скорой помощи, хирурги и стоматологи. Возглавляла хор преподаватель музыкального колледжа имени Марка Жиркова, а ныне главный хормейстер Государственной филармонии Людмила Шумилова. Во время пандемии в любительский хор вошли представители и других профессий. Катерина Винокурова продолжит тему. Пение в хоре – специфическое занятие. Как говорит руководитель женского любительского хора «Вдохновение» Ольга Чемпосова, здесь не только важен талант, как работоспособность человека, а музыкальный слух устроен так, что со временем имеет свойство настраиваться. Пение в хоре – это специфическое занятие. И если этим ты не занимаешься профессионально, а любительски, то это надо иметь огромное желание, чтобы петь в хоре, потому что работа сложная. Даже если нет слуха вот с самого начала, да, вот прямо вот от природы, то он может настроиться. И это помогает именно пение в хоре. Изначально в хор входили работники здравоохранения. После пандемии осталось всего несколько человек, которые имели большое желание петь. Приглашали знакомых, друзей, родственников. Так собралась компания из 22 женщин. В хор «Вдохновение» я пришла недавно, даже еще нету года. Можно сказать, я новенькая. Очень рада, что попала к девочкам. Очень рада, что у нас есть Ольга Петровна, наш преподаватель. Я очень давно искала хор, где можно было бы исполнять классический репертуар. И, к моему счастью, мне через знакомую я узнала, что есть такой руководитель Ольга Петровна Чемпосова, и у нее именно вот занимаются девушки, которые любят хоровое, академическое пение. Это вносит в нашу жизнь повседневную много-много ярких красок. У нас объединяет всех одно – любовь к песне, любовь к музыке классической. И мы стараемся передать эту любовь окружающим. Я очень получаю удовольствие от пения. И вообще я очень долго искала такой хор, даже мечтала. И вот мечта сбылась. Я попала к Ольге Петровне, и мы ей очень восхищаемся. Даже на занятиях мы как будто находимся на концерте. В этом году у хора впервые состоялись гастроли. Они с большим успехом посетили Алданский район, также покорили публику Намского. Такие мощные голоса, такие очень хорошие. Тем более, это же не профессионалы. Очень. Я желаю, чтобы дальнейших успехов. Мне очень понравилось. Я просто в восторге. Постоянно девушки ходят, конечно, да. С удовольствием занимаются и не отпускают меня. Уже заканчивается время наше. Мы занимаемся с 6 до 8, ну, с 18 до 20. И без 5:20, без 5:08 я говорю, ну что, закончим? Нет, мы еще не напелись. То есть еще просят. Ну, вот такие вот девушки у нас, что ненасытные музыкально. Их объединяет огромная любовь к пению и крепкая творческая дружба. Важный момент, что никто здесь никого не заставляет. К тому же петь – это полезно. А участницы хора готовы встречаться хоть каждый день. Мы приглашаем всех, кто любит песню, кто любит музыку, кто любит классическое исполнение, академическое. Всех приглашаем на концерты. Обязательно приходите, получайте удовольствие. Песня строить и жить помогает. Катерина Винокурова, Александр Слепцов, Якутск.
Мне кажется, правда, песня «Жить и строить» помогает, потому что это не только вдохновляет, но и расслабляет. Такая стрессовая профессия, как врач, она нуждается в каком-то отдушине, и вот хор — это замечательно, ну, не только врачи. Ну и в целом, я думаю, когда люди поют в хоре, это очень благотворно влияет на... Я поняла, мне кажется, не хватает только петь. То есть танцуешь, берешь и поешь. По-моему, вот вокала как раз в моей жизни не хватает. Надо подумать об этом. Но я думаю, многие телезрители сейчас тоже задумались, и, возможно, кто-то из вас тоже присоединится к хору. Кстати, к хору, да, хору сейчас требуются солистки. Друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам и узнаем самые актуальные новости. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Дальневосточные ученые проверяют воду в Тихом океане на радиоактивность. Научная экспедиция по изучению воды Тихого океана пройдет с 4 июня по 10 июля. Исследовательское судно «Академик Апарин» выйдет из Владивостока к северу Сахалина, затем в нейтральные воды Тихого океана пройдет вдоль Курил до Камчатки и вернется назад. Экспедиция организована Тихоокеанским океанологическим институтом имени Ильичева. Специалисты института совместно с учеными оценят содержание радионуклидов в морской среде и биоте северно-западной части Тихого океана, Японском и Охотском морях. В России есть фундамент для увеличения производства в агропромышленном комплексе на 25% к 2030 году. Так считает кандидат на пост вице-премьера страны Дмитрий Патрушев. К 2030 году необходимо на четверть нарастить производство, и в 1,5 раза должен быть увеличен наш экспорт. Задача серьезная, амбициозная, но для этого в последние годы создан прочный, хороший фундамент, заявил он на заседании Комитета Госдумы. Кроме того, в текущих условиях будет и дальше набирать обороты система работы по повышению нашей импортонезависимости, отметил Патрушев. Как он заявил, с 2018 года объем сельхозпроизводства в России вырос более чем на 16%. Производство пищевой продукции увеличилось почти на 20%. Проект мастер-плана агломерации Тик-Синайба одобрен. В ходе работы над проектом опрос населения выявил следующие проблемные зоны. Пустующее жилье, износ инженерной инфраструктуры, накопленные отходы, трудная логистика доставки грузов и перевозки пассажиров, отсутствие разнообразных городских сервисов, переработки местной продукции, развитие туристической инфраструктуры. В мастер-план предложены строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, строительство ВОЛС, ливневой канализации и уличного оснащения. Также объекты социальной инфраструктуры. Ключевой проект мастер-плана – это строительство глубоководного терминала морского порта в районе села Найба Булунского района. Компания «Эльга-Уголь» вдвое увеличит количество рабочих мест на своем предприятии. Отмечается, что на сегодня в проекте освоения эльгийского угольного месторождения работают свыше 10 тысяч человек. В перспективе количество работников на предприятии увеличат до 20 тысяч. За счет разработки месторождения Якутия может выйти по объемам добычи угля на 2-е место в стране. Так, тоннаж добычи составит 52 миллиона тонн. Предприятие реализует собственную программу по развитию кадрового потенциала «Эльга для Якутии», в рамках которой компания сотрудничает с местными учебными заведениями, проводит мероприятия по повышению квалификации сотрудников. В Ленске прошел воркшоп по благоустройству 2-го этапа городского парка. В этом году проект благоустройства парка «Аюр» участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Напомним, на голосование было выдвинуто 2 проекта. Это благоустройство улицы Аюнского и парка. Второй набрал более 3000 голосов. Горожане видят территорию по-разному. Но всех объединяет желание создать красивое пространство, комфортное для детей. Если проект победит в конкурсе, то в следующем году начнется его реализация. Мы сегодня проводим обсуждение, ярмарку идей для того, чтобы направить все озвученные предложения нашим проектировщикам, чтобы они
обязательно учли их, и с их помощью мы составим конкурсную заявку. Для нас учет мнения населения на самом деле очень важно, потому что первыми потребителями этого благоустройства все равно являются уничане. А то, что они желают, обязательно должно быть учтено. То есть мы в первую очередь делаем для себя же. Молодожены из республики Илона Гаврилева и Денис Максимов поженились на первом всероссийском свадебном фестивале в Москве. На главной уличной сцене сочетались браком более 150 пар со всей страны, в том числе пара из республики. Илона Гаврилева, активистка, имеет награды за заслуги в области охраны окружающей природной среды. Денис Максимов – кандидат в мастера спорта республики по масс-рестлингу. Молодоженам передадут огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в год семьи. Я думала, так быстренько пройдет, а это так масштабно все прошло. Я думала, что чуть более скромное такое будет, а тут прям для каждой пары все тщательно, все это выбирали, подбирали. Прям. Такого волнения даже не было. Все прям так хорошо прошло, что просто счастливы. Нас взяли крупным планом. Это было классно. Мы все хором крикнули «Да!» И невесты, и женихи все такие «Да!» Это было так классно, прям волнительно. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Современные технологии. Теперь при написании сложных слов и выражений мы можем положиться на автозамену в смартфоне. Но для того, чтобы говорить без ошибок, все равно придется читать книги и руководствоваться правилами русского языка. Ведь иногда фразы, которые ты вставляешь в диалог, кажутся простыми и безобидными только до того момента, пока не получил первое замечание от человека, знающего, как должно звучать это верно. Чтобы не попасть в просак, смотрите нашу рубрику «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Говорим о тонкостях русских форм, русских норм, русского литературного языка. Вы думаете, я с ними не испытываю затруднений? Еще как испытываю. Например, составляю предложение. Мы с вами можем встретиться в телеграм-канале «Утро Якутии» или на телеграме канал «Утро Якутии». Сложно. Когда у меня возникают такие сложности, я обращаюсь в справочно-информационный портал Грамота.ру. Так вот, на этом сайте Грамота.ру есть такая рекомендация, что публиковать глагол употребляется предпочтительнее с предлогом «в». То есть правильно будет говорить публикация в телеграм-канале. А вот как говорить грамотно или как пойдет, выбор всегда остается за вами. Всего доброго! Студенты театрального института имени Бориса Щукина, город Москва, приезжают на большие гастроли в Якутск. 14 и 15 мая на сцене Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина состоятся показы спектакля «Рецепт счастья» и класс-концерт «Учимся быть артистами» выпускников этого года. Гастроли в Якутске организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. И мы рады представить вам наших гостей. В студии это Мария Витальевна Чекалина, ассистент кафедры пластической выразительности, и Дмитрий Окороков, выпускник Театрального института имени Бориса Щукина, будущий актер Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина, города Якутска, со 134-го сезона. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, на самом деле гастроли уже начались. Да. Вы уже приехали? Да, приехали уже активно вчера. Рада вас поприветствовать. Успели ли перестроиться? Сложно пока. Мы в процессе. Ну, главное, что вы дошли до нас. Скажите, как удалось организовать гастроли? Это такое, насколько мы знаем, впервые. Да, гастроли удалось организовать с помощью как раз Росконцерта организации. Да, долго шли переговоры, и вот, наконец, мы здесь. Долго шли переговоры именно насчет Якутска, и именно сюда и хотели организовать вот гастроли со спектаклем. Кто к нам приехал в Якутск? Курс, то есть в полном составе? Приехал курс, часть состава курса Михаила Петровича Симакова. Приехали вот как раз-таки состав
спектакля «Итальянские сказки. Рецепт счастья». Ну вот мы видим, по-моему, Да. состав. Да. Можно это показать? весь Да. курс Нет, здесь весь курс. и художественный руководитель. И наш художник. Ну, вот такой вот, так вот выглядит курс. Да. Очень, очень интересно даже по лицам посмотреть. Да, какие удивительные. Скажите, пожалуйста, что увидят наши зрители? Наши зрители увидят спектакль по мотивам итальянских народных сказок. Инсценировка была написана совсем, ну, магистрантка театрального института. Специально для дипломного Макуни. спектакля. Да. Вот. Ну, звучит так интригующе. Да, но один из спектаклей будет как класс-концерт, да? Если Да. я правильно говорю? Да, второй день. Что это значит? Второй день класс-концерт — это такая общая композиция из номеров, которые сделали сами студенты, то бишь мы. Это такие элементы школы, которые мы проходили все 4 года, чему мы учились. Там и танцы, песни, пластические номера, какие-то этюды, наблюдения за людьми. Это все входит вот в класс-концерт. Ну, приятно, что многие выпускники — это будущие наши актеры Русского драматического театра. Как проходила учеба, Дмитрий? Насколько это было сложно? Ну, учеба проходила сложно, но с удовольствием. С удовольствием. Я был очень рад поступить и учиться все эти 4 года. Но сейчас уже очень много абитуриентов. Вот как решиться стать актером? Что для этого нужно? Что в себе нужно найти такого, чтобы быть уверенным, что ты найдешь себя в этой профессии? Ну, это... Как нужно, да, вот как человек может определить, я хочу стать актером? Только попробовать. Только идти и пробовать. Если возникла такая мысль, надо идти и пробовать, и дальше. Если вспомнить, допустим, поступление, да, вот насколько было сложно или... Вообще, вот всегда интересно, мне кажется, что когда актера принимают, это вот обязательно нужно читать стихотворение. Такое есть, да? Да, в том числе. А какие еще испытания проходит абитуриент? Это всегда стихотворение, проза, басня. Зачастую просят спеть, некоторых просят станцевать. В принципе, это все. Мария, а как это все оценивается? Ну просто это же так субъективно. Ну, это оценивается профессионалами. И я думаю, что у каждого есть шанс проявить себя, и педагоги всегда стараются раскрыть по максимуму потенциал каждого, послушать, понять. Поэтому никто не останется незамеченным. Но, Мария, вы являетесь ассистентом кафедры пластической выразительности. Да. Что это означает? На нашей кафедре мы занимаемся таким разделом, удивительным разделом сценическое движение, пластическая выразительность. То есть это и парная акробатика, и одиночная акробатика, и фехтование, и даже такой удивительный раздел, который Андрей Борисович Дразнин привнес в школу. Это работа с предметом, которая будет показана в класс-концерте. Да, наши ребята работают и со столами, и с мячами, и жонглируют, и битами даже. Да. Бейсбольными? Или какими битами? Бейсбольными. Бейсбольными, да. Да. Здорово. Удивительно. Ну, а как вообще отношения в группе, то есть в труппе? То есть как вы общаетесь? Как было вот приехать из Якутии по целевому назначению? Как вы оцениваете свой рост за это время, за время учебы? Как вы изменились? Насчет общения, ну, мы с ребятами со всеми прекрасно ладим. У нас довольно дружный курс. Все хорошо. Изменения за 4 года, ну, конечно, мы личностно все сильно поменялись. 4 года, в принципе, это такой большой срок, а тут ты еще находишься в этом вакууме, где в тебя пихают знания, в тебя пихают уверенность в себе, тебя пытаются раскрыть и личностно, и актерски, и, соответственно, ты растешь невероятно быстро, на самом деле, просто незаметно. Вот, допустим, если вспомнить себя и твоих однокурсников 4 года назад, да? Вот фото мы видим как раз на экране. Это, кстати, первый курс, да? Ну, это вот как раз до поступления, да. Вот до поступления. Мы как раз здесь нам объявили, что мы поступили, да. Ага, и вот насколько вот разница? Вот, да бездари все. Бездари вообще невыносимо. Они потрясающие, талантливые и очень трудоспособные ребята. Да, сейчас была небольшая актерская игра, да? Уже качественная актерская игра. Какие ожидания от встречи с нашим зрителем? Ну, мы надеемся, что зритель примет спектакль. Мы хотим показать, конечно, то, чему мы учились эти 4 года, к чему мы шли.
Вообще вот в профессии актера, да, в обучении, может быть, вы же обучаете, получается, Да. а вы, получается, обучаетесь. Вот что самое сложное, на ваш взгляд? Вот чему сложно научить и чему сложно научиться? Хороший вопрос. Да. Сложно научиться, сложно, наверное, вобрать в себя все, потому что не тебя учат, ты учишься, ты принимаешь эту информацию. И нет такой задачи у педагога, как впихнуть. Задача педагога — дать, а задача студента — принять. И принять это по максимуму, по 100%. Это действительно сложно. То есть нет такого, что, вот, например, актеры — это же разные, допустим, эмоции, да? Вот какая была самая, например, сложная эмоция, которую вот сложно Передать. Нет, передать? эмоции, это не так сложно на самом деле. Сложнее, есть более сложные вещи, нежели чем эмоции. Эмоции — это самое простое, наверное, на что можно Видишь, мы выйти. субъективно смотрим. Да, я думаю, что мы как-то по-простому, наверное, да, это все упрощаем. Мария, а на ваш взгляд, вот чему сложнее В вашем всего? Да, направлении по вашему сложно направлению. научиться. То есть работать со столом, работать с собой. Я поддерживаю слова Димы. Действительно, наверное, самое сложное — это найти индивидуальный подход, что происходит в человеке, и действительно дать, объяснить так, чтобы человек понял. Вот. Спасибо, Мария и Дмитрий, мы вас благодарим за очень интересную беседу. Спасибо. А наших Желаем зрителей, успешной да, премьеры. сегодня и завтра, напоминаем, приходите в Русский драматический театр. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам. Ну а также нашим телезрителям мы желаем отличного, бодрого утра и увидимся уже завтра. До завтра.